Сегодня я поведаю вам одну историю. Дело происходило в давние времена. Жил-да был царь. Правил он огромным государством, и настолько оно было велико, что царь сам не знал его границ. Царя того звали Федор Иванович. Не подумайте, ребята, что царь был глуп. Просто тогда времена были другие, да и сложно это дело на царстве править. На государство-то называлось Великая Русь. И вот надумал государь разузнать, на что восточные земли пригодны. Собрал он больше 1000 молодцев ратных, и в управу им выделил воина своего, до самого лучшего. Звали его Андрей Елецкий. Царь дал ему наказ город построить в устье реки Тара, соль устроить и пашню завести. В то время соль очень ценили, а из мест, где она добывается, по всей стране развозили и продавали. Стоила она немалых денег. Пашню завести – это значит землю облагородить, чтоб она была пригодна для посадки растений. Царь, отправляя дружину, и не предполагал, какой сложный путь им предстоит. Шли они долго, пробирались сквозь лесную чащу и болотистые луга, и наконец-то пришли они в устье реки Тара. Но земли здесь оказались непригодные для строительства, кругом низменность, болото. Огорчился Андрей, что не может выполнить наказ царя. Тогда собрал он совет дружины ратной, и решили они двинуться дальше, вдоль реки Иртыш. Тут-то и приглянулось ему местечко неподалеку на берегу реки Аркарка. Здесь были хорошие земли и кругом лес ценных пород, пригодных для постройки крепости. Затем дело стало за тяжелой мужской работой. Лес возили, город рубили всей ратью. Через 3 месяца крепость была готова. Тем временем женская половина отряда осматривала окрестные земли, собирали необходимые растения и ягоды. Оказалось, что разнообразие видов растений мало отличается от столицы Руси. Время шло. Было засеяно первое поле, и через год царю отправили гонца с вестью о том, что земли в здешних краях урожайные. Город стал разрастаться. С солью в наших краях тоже все было в порядке. Пару озер имелось. Стал Андрей в городе первым воеводою, женился, избу себе выстроил, да Русь-матушку от набегов татар принялся защищать. Был в то время эдакий хан Кучум, предводитель кочевого народа татар. Повадился он русские города грабить, дома сжигал, собирал скот, жестокость у него была в крови. Но и с этой трудностью справились, давали отпор татарьему войску. Понял Кучум, что появилась настоящая сила на границе русских земель, а после очередной битвы и вовсе исчез при неизвестных обстоятельствах.